Это еще не решение проблем, но уже серьезный сдвиг в двухсторонних отношениях. Именно так оценивают оттепель между Кыргызстаном и Узбекистаном политологи и аналитики. За последние несколько лет накопилось немало вопросов, которые требуют скорейшего решения. В первую очередь это, конечно, приграничные споры. Но есть и другие вопросы, в которых ситуация до сегодняшнего дня была не лучше. А у нас очень много общих проблем, которые требуют решения. Прежде всего, это борьба с международным терроризмом. У нас очень много проблем по борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, незаконная миграция. У нас очень много общих вопросов по экологическим вопросам. У нас есть очень хорошие перспективы в налаживании торгово-экономического сотрудничества. И я думаю, что вот эти последние события именно послужат этому, что Ферганская долина будет жить в дружбе. Политологи говорят, теперь главное, чтобы эти соглашения о дружбе стали действительно долговечными. В истории двухсторонних связей между Кыргызстаном и Узбекистаном уже были подобные потепления. И при Аскаре Акаеве, и при Курманбеке Байкиеве. Однако позже ситуация вновь менялась в худшую сторону. На этот раз у соседей есть хороший шанс заново построить межгосударственные отношения. Есть какие-то определенные возможности, которые, конечно, нашей стороне Кыргызстану нужно будет использовать, и это вроде бы и происходит. Вопрос в том, насколько это будет эффективно и реализуемо, это уже другой вопрос, потому что ряд вопросов, они достаточно сложные. Создать общий имидж потепления, это, в принципе, нормально, хорошо, но это пока еще далеко от практических результатов, потому что решение вопросов границ, решение вопросов налаживания отношений, движение товара через границы, переход людей через границы, это все такие сложные вопросы, которые так быстро не решаются. И пока достаточно сложно говорить, как это будет продвигаться. В любом случае, кыргызской стороне нужно будет предпринимать много усилий, потому что это в наших же интересах каким-то образом сдвигать этот камень с мертвой точки. Вопрос в том, как далеко это удастся сделать. Тем более, что для населения приграничных сел двух стран эти соглашения сегодня крайне важны. Это не просто вопрос геополитики. От этих документов зависит безопасность и возможность сельчан общаться с родными, живущими на территории сопредельного государства. Семей, которых касаются эти договоренности, тысячи. Мы же жили вместе. При Каканском ханстве мы жили вместе. Мы при царской России более 40 лет вместе жили. Мы более 72 года при советской власти вместе жили. Мы единый народ. Но, к сожалению, последняя суверенизация стран привело нас к различным, не совсем для народа, для населения, которые живут в этом регионе, неправильные взаимоотношения привело к напряженным отношениям. Нам надо его улучшать, и задача власти надо быстрее надо улучшать. Сегодня соседи показывают, что тоже заинтересованы в дружбе между республиками. Поэтому есть надежда, что оттепель между Кыргызстаном и Узбекистаном на этот раз все-таки затянется. А это, говорят эксперты, серьезный шаг к улучшению политического климата во всем регионе. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС.